Бурлунда Найортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Весь мир, Россия и Республика Коми. Мы все болеем за наших олимпийцев, следим пристально за тем, как проходит Олимпиада в Китае. Ну и, конечно, очень радуемся за то, что Россия сегодня в лидерах по общемедальному зачету. Ну и, конечно же, продолжаем болеть и точно совершенно уверены в том, что Юлия Ступак и Илья Семиков себя покажут и точно совершенно взойдут на пьедестал почета. Поэтому мы всячески этому будем содействовать. Юлия, Илья, мы с вами болеем, поэтому дерзайте и рвите соперников. По основному нашему сегодня видеосообщению расскажу о том, как мы улучшаем наш автопарк, санитарный автопарк, потому что очень много было и продолжает на встречах вопросов о том, насколько все-таки быстро и поменяем автопарк на новые автомобили, поскольку предыдущий автопарк у нас очень сильно за прошлые годы устарел. Итак, скажу, что мы в прошлом году по федеральной программе модернизации первичного звена получили 119 новых автомобилей санитарных, и это, в общем, очень хороший такой объем замены. В этом году еще усилим линейку новых автомобилей, 72 новых санитарных автомобиля. Это будут автомобили УАЗ, потому что нам нужно усиливать именно полнопроходимые, полноприводные автомобили в сельской местности, и в 17 муниципалитетов будут эти новые автомобили поставлены. Это будет, поскольку это модернизация первичного звена, то у нас не участвуют 3 муниципалитета, 3 города, где агломерация более 50 тысяч населения. Это, естественно, столица Сыктывкар, Ухта и Воркута. Объем закупок по санитарному транспорту в этом году будет значительный, 86 миллионов рублей. Ну и, конечно, все это способствует улучшению и доступности, и качества медицинской помощи. На новом автомобиле гарантированно быстрее и приедут и фельдшер, и врач, и консультативная бригада, ну и, если необходимо, значительно быстрее госпитализируют пациента. Поэтому работу эту будем продолжать. Но вообще надо сказать, что за весь период программы модернизации первичного звена с 2021 по 2025 годы мы обновим автопарк именно санитарных автомобилей на 275 единиц. Но вот такого масштабного обновления не было там последние десятилетия. По эпидобстановке за сутки выявлено 1488 случаев заболевания коронавирусом. Вчера было чуть меньше, 1483, но мы просто в воскресные дни опять немножко снизили, особенно в воскресенье. И думаю, что это все-таки за счет того, что снижается все равно общая активность медицинской, просто даже не помощи, а именно выявление первичных заболеваний, и бессимптомные формы могут не регистрироваться, потому что точно совершенно мы еще пик не прошли. Поэтому, скорее всего, завтра у нас опять будет подъем. Ну, тут по городам, это основные все наши города, муниципалитеты болеют, поэтому сейчас сложно сказать, у кого не болеет. Да? То есть сегодня меньше 10 было только в Ижемском районе. Но, в общем, постучу по дереву, потому что завтра это может все поменяться. Так вот, из 1488 случаев 98% это болеют непривитые люди. Вот у меня по справке из 1488 человек заболевших всего 23 человека привитых. Вот я сказал, это 2%. Поэтому, конечно, переходя к вакцинации, хочу сказать, что вакцинироваться нужно обязательно. И сегодня полностью завершили вакцинацию 412 332 человека. Ревакцинировали 76 883 человека. И при этом у нас очень большой запас вакцины, более 132 тысяч доз. Теперь по коечному фонду мы развернули практически свой максимум. Мы добавили
еще 260 коек дополнительно и развернули 1957 коек. Ну вот практически вышли на максимум. При этом занятых у нас на сегодняшний день 1528. Мы стараемся держать вот этот вот разрыв не менее 20% между занятыми и развернутыми. В основном, конечно, это мы опять развернули полностью Коми республиканская клиническая больница и в тех муниципалитетах, где у нас основной прирост. Это Воркута, Печора, Усть-Вым. Вот здесь развернули еще дополнительные койки. По умершим, к сожалению, у нас за сутки умерло 9 человек, и опять же среди умерших нет ни одного вакцинированного. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Берегите друг друга, соблюдайте обязательно масочный режим, особенно в общественных местах. Не болейте. До следующей встречи.